Банковские карты АПРА появились в Абхазии несколько лет назад, что значительно облегчило процесс получения пенсии. Однако с переходом на новую систему стали происходить случаи незаконного получения средств через банкоматы. У нас в соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия мы проводим перерегистрацию пенсионеров, являющихся получателями пенсии Российской Федерации. Однако может произойти, что пенсионер от перерегистрации до следующей перерегистрации умирает, и после этого родственники, близкие и другие лица, которым попадает карточка пенсионная, продолжают снимать незаконно денежные средства, в связи с чем происходят большие переплаты. Таких случаев достаточно много. Всю информацию о пенсионерах, получающих российские выплаты, абхазская сторона предоставляет Пенсионному фонду России, который впоследствии выявляет факты незаконного присвоения средств. На данный момент сумма переплат составляет более 17 миллионов рублей. Российский пенсионный фонд это не может не беспокоить. Естественно, требует, чтобы мы своевременно предоставляли информацию, естественно, требует возврата излишне выплаченных сумм. Если не получается возвращать суммы, то российская сторона поднимает вопрос о том, что не будет переводить денежные средства в Республику Абхазию. То есть, что это означает? Пенсии будут перечисляться на пенсионные счета в банке на территории России, в российском банке. И, соответственно, наши пенсионеры вынуждены будут ездить в Сочи, в Адлер. По словам Руслана Аджба, личное присутствие пенсионеров – это вынужденная мера, которая наверняка создаст дополнительные сложности пожилым людям. Однако для упрощения процедуры прием граждан будет вестись по новому графику. Выплаты теперь будут начинаться одновременно во всех районах республики и выдаваться по возрастным группам. Самые пожилые, скажем, до 40-го года рождения начинают получать первыми. Через 3 рабочих дня 41-го, 47-го годов рождения, 48-й, 53-й еще через 3 рабочих дня, а затем с 54-го года по настоящее время график будет ежемесячно корректироваться, так как могут вмешаться выходные дни и так далее, и меняется. Банк уже подробнее и каждый месяц будет информировать всех пенсионеров, с какого дня начинаются выплаты по категориям. По желанию пенсионера выплаты могут осуществляться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством республики. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.